Это кладбище Елабуги называют японским. Оно появилось здесь в годы Второй мировой войны вместе с лагерем для военнопленных. В Елабугу их чаще всего привозили в 1943-м после поражения армии Паулюса под Сталинградом. Среди них были и немцы, и австрийцы, и итальянцы, венгры, румыны, а с 1945 года и японцы. Здесь были похоронены 85 военнопленных. В конце 90-х их прах по соглашению сторон вывезли на родину. А на этом месте воздвигнут памятник из белого мрамора. Сегодня здесь убирались студенты. Один из них – Никита Данченко. Толерантность к людям начинается с того, что какими они были, такими они и остались. Сделай первый шаг сам, и за тобой начнется движение памяти и добра. Сейчас кладбище находится под патронажем музея-заповедника. С 1999 года сотрудничают с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Приходят такие поручения, как возложить цветы у главного поминального креста или у какой-то конкретной могилы. Ежегодно мы проводим различные исследования. До сих пор ведется работа по поиску родственников. Это пристань Елабуга, куда прибывали все военнопленные, которых отправляли в наш лагерь НКВД номер 97. Исторические факты о жизни немецких и японских военнопленных в Елабуге нашли отражение в книге «Лагерь на Каме». Здесь уникальные снимки Клауса Зассе, который тайно пронес в лагерь крошечный фотоаппарат. Позже его работы, а это более 100 фотографий, увидела вся Германия. Это уже история, которую помнят и местные жители. По инициативе «Единой России» и «Молодая гвардия» совместно с Елабужским политехническим колледжем вышли на территорию японского и австро-венгерского кладбища. Даже в столь непростое время мы ценим, чтим память погибших. Здесь в братских могилах покоятся и 140 солдат, попавшие в плен в Первую мировую. Сегодня захоронение привели в порядок студенты Елабужского политехнического колледжа, они же молодогвардейцы. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Елабуга. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.